Салта, знаешь, когда я тебя первый раз увидел, мне прям внутрь что-то ёкнуло. Я не знаю, это что такое, но это было классно, честно. Кстати, у меня это впервые. Если можно, я тебе хотел сказать 3 самых главных слова. Сейчас плотно похавать и поспать, да? Или это не 3 слова? Ты можешь не перебивать, а? Можешь не перебивать? Ну я как есть говорю же. Мантом, Ну чуть-чуть потерпи, братан. Потерпи чуть-чуть, что ты, ё-моё. Дай нормально отрепетировать. Ты же знаешь, я к девушкам не умею же подкатывать, ё-моё. Брат, я тут при чем? Может, мне ихым кеп тұрған шығар, может, басым ауырып тұр, может, шаршап тұрмын. Зачем ты со мной репетируешь? Ну, Бека, ты как будто баба, ё-моё. Ноешь, как всегда. Ана жерім, мына жерім ауырып тұр деп, ё-моё. Я же по-братски попросил же. Бека, помоги. Көмектесші кішкене. Все, давай. Тиси, зачем? Что за 3 слова? Подожди, сейчас. Салта, мне кажется, Я тоже тебя люблю. Давай, үйленейік, давай, бала туайық. Потом мен семіріп кетем. Потом сен изменять етесің. Потом ажырасамыз. Сосын сен алимент төлейсің. Осы ма саған керек, брат? Какой же ты конченый человек в мире? Ты самый конченый чувак. Да пошел ты, понял? Всю романтику испортил. Вот увидишь, тура солай вот. Кетші. Может, шай ішіп отырып, дайындалайық та, брат? Мало. Мало. Медя, ты что, гонишь, что ли? Нельзя столько соли кушать. Братан, да сахар. Я, короче, сладкое хочу, а здесь с десертами туговато. А это уже нормально. Ё-моё, Кайра, братан звонит. Алло, да, братан? Хорошо? 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 Что говорит? Ничего, попросил 3 раза хорошо сказать и пуах! Мне попить ценник. Медя, нормально скажи, и заевал. Чё, ё-моё, торопит нас. Я, говорит, вам 2 дня даю, чтобы эту картину нашли. Сколько? 2 дня? Это же нереально, братан. Я что думаю, может, просто угоним эту призовую тачку, а? Ну и как ты ее угонишь? Ты хоть знаешь, на что способны эти ручки? Фу, Медя, конечно знаю, я тебя 2 раза в душе спалил, блядь. Я заколебал, тебе тот раз сказал, что я просто мылся, ё-моё. Не знаю, братан, а твоим ручкам я точно не доверяю. Не, хорошо, если сомнения имеешь, давай тогда Дамиру позвоним и скажем, что он человечка отправил, ну, который машину скрывает. Вот это уже идея, Медя. Угу. Давай звони Дамиру. Фу. Только это, как мы охранников отвлечем, а? Не переживай, отвлечем. А как? Запомни, Медя, если хочешь отвлечь человека, для начала его нужно просто заинтриговать. Ну и как? Алло! Как заинтриговать? Канна, ё-моё, запарил, как заинтриговать? Салта? Олжик, как ты? Все нормально? Бах тебя не тронул? Все нормально, нормально. Не переживай. Мы уже с ним разобрались, как бы. Он уже больше к тебе не подойдет. Вообще не переживай. Правда? Да? Ну, зачем мне врать, честно, Салта? Просто я не люблю, когда вот обижают же девушек. Особенно таких, как ты, вот, красивых. Спасибо, я не знаю, как тебя благодарить. Да, все нормально. Если честно, мне хватает вот одной твоей улыбки, все. Слушайте, я, конечно, извиняюсь, что прерываю вашу романтику. Ну, я тут вообще-то с голой попой лежу. Вас это не смущает? Да, извините. Спасибо, брат. Чистую ватку. Брат, видел, как она на меня смотрит, да? Я ей стопудово нравлюсь, брат. Ой, брат, проси. Проси. Заравливай, брат. А мне интересно, как ты здесь оказалась? Просто наши все, наоборот, в Алмату стараются. Да, знаю. А я просто не по собственному желанию приехал сюда.
Отец отправил. Типа наказал мне. За что? Много за что. Я только сейчас на заводе осознал, что я был дураком. Не ценил, что имел. А у меня много чего было. Просто у меня отец очень влиятельный человек. Дома, деньги, машины. Теперь у меня только вот эта форма есть. Все. И долго твое наказание будет длиться? Пока не докажу, как исправил себя. А как это делать, честно, я не знаю. Ну, покажи свои достижения. Я пробовал, честно. Но кроме моих косяков ничего не замечать, понимаешь? Косяки, косяки. Попробуй, я не знаю, придумать идею по улучшению завода. Салта, я для себя идеи не могу придумать, понимаешь? А ты мне про целый завод говоришь. Ну, попробуй. Ладно, посмотрим. Ладно, Салта, я тогда пойду в цех. Вдруг сейчас они меня увидят, там что-то прогуливают. А я не хочу до пенсии здесь торчать. Вот так вот. Хорошо. Но ты подумай. И спасибо тебе большое еще раз. Не за что. Ладно, я все, пойду. Да. Просто пойду я, хорошо? Все, я иду. Черт идет. Иди сюда. О, мастер, ничего себе, что с лицом? А такое бывает, Олжас. Такое бывает, когда чужим бабам подкатываешь. И у тебя может быть такое. Не понял. Ты что к Салте лезешь, а? Я тебе сказал, что это моя баба. Да, мастер, во-первых, она не баба, она девушка же. Во-вторых, она про вас ничего не говорила. Все нормально. А о чем вы разговаривали? Да так, о жизни там. Она говорит, почему идею не придумать, чтобы получить машину? Говорит, вот так вот. А ты сказал, да, что у тебя мозгов нету? Что ты не можешь придумать идею? А я могу. Я уже придумал. Знаешь, какую? Какую? Я тебя в другой цех перевел. Мастер, я в чужих цехах ничего не разбираюсь. Вы что? У нас ты типа разбирался, да? Да блин, шеф, ладно. Вы что? И все, я тебе уже не шеф. Так, что ли? Да. Теперь мы никак не пересечемся, да? К моему счастью, нет. Ты тогда послушай меня, урод конченый. Я тебе так скажу. Батя мне простит когда-нибудь, так? А я тебя не прощу, понял? И когда ко мне все вернется, я к тебе вернусь, и ты ответишь за каждое слово, понял? Конченый ты, тварь. Все сказал? Да, все. Вот и отлично. Вот эти слова я передам твоему новому мастеру. Дядя Миша. По совместительству мой хороший знакомый. А он неблагодарных не любит. Ну ты меня понял, да? Давай, удачи. Да я, шеф, пошутил я. Поздно. Это прикол. Мастер, вы че? Долбанские у тебя приколы. Удачи на новом месте. Сам себе геморрой создал. Что там у вас? Какую хотите машину вывезти? Вон эту призовую, в которой картина лежит. Вы что, больные, что ли? Я же вам говорил, это стратегический объект. Там даже маленькую железяку нельзя украсть, а вы машину хотите вывезти. Вы что там все это время делали? Вас Кайра отправил, чтобы вы технично картину нашли. А вы хотите угнать. Мы бы и без вас справились. Вы бы без нас не справились. Там же эти надзорщики стоят. Вы, короче, технично машину угоняете, пока мы их отвлекаем. Поэтому все будет в ажуре, мальчики. А, вы так хотите? Что сразу с этого не начали? Пургу несете какую-то? Справишься? Думаю, да. Сначала нужно разведку сделать, узнать, что да как там. Машина какая, цвет. Короче, вот эта машина, номеров там нету, но ты ее сразу узнаешь. Понял. Подожди, это кто такой? Как тебя зовут? Джордж меня зовут. Джордж? Серьезно? Капец у твоих родителей, фантазия развита. А что этот? Настоящий имя какой? Жандос? Нет. Жомарт? Нет. Жаныбек? Нет. Жулдыз? Не перебирай. Все. Вы его Джорджем называете, это его погоняло.
Понятно? Такие, как он, никогда не называют свое имя. Вдруг красные где-то рядом. Ну, насчет красных не в курсе, но вот одного синего я уже заметил. Короче, давай, не подведи, Таир. Таир! Так тебя Таир зовут, что ли? Да, но ты его называй Джордж. О, я буду его называть Джордж Тейлор, можно? Нет. А Джордж Таир? Никак нельзя, блин. Ладно, пацаны, успокойтесь. Все, Недя, погнали. Все, ладно. Давайте, пацаны. Все, давай. Давай, Таир. Заколебал, блядь, молчи, а? Все, молодой братан, что ты кричишь? Долбан, блядь, а? Что я с ним делать буду? Дядя Миш, да хочешь что? Хочешь, переведи в другой цех, хочешь, уволь, хочешь, сам учи. Кстати, у тебя там этот агрегат же не работал. Пусть он его чинит. А он справится? А у него выбора нет, дядя Миш. Как вы достали меня вашими переводами. Короче, он полностью в твоем распоряжении, дядя Миш. Знаешь, что это такое? Нет, конечно. Это электролизная ванна. Ага. Здесь, под воздействием токов высокой частоты, в глиноземе расщепляется алюминий и кислород. Металл остается на дне ванны, а кислород, соединяясь с углеродом, образует углекислый газ. Ясно? Теперь можно то же самое, только на человеческом языке, пожалуйста. Короче, здесь из глинозема получается чистый алюминий, понятно? А, теперь вот нет. Господи. В общем, делай то, что я тебе скажу. И все. У нас одна такая ванна вышла из строя. Нужно перепроверить подключение, состояние катодов, анодов, напряжение проверить. Что, думаете, я справлюсь, что ли? Айдар сказал, что ты справишься. Так что ноги в руки и вперед. И, кстати, имей в виду, сила тока 320 килоампер. Чуть что не так тронешь, все, пиши пропало. И мне уже идти надо, так что давай работай. Ах, ё-моё, что за херня? Катоды, матоды, аноды, задоды, ё-моё. Лучше бы я катодым қысып сол жұмыста қалуым керек еді, ё-моё. Все, короче, ты же все понял? Главное это, виду не подавай теперь. Хорошо. Все, удачи тебе, Таир. А ты запарил, не называй мое имя. Я еще виноват, если тебя так зовут. Ё-моё, кипишку теряешь, сейчас вообще не до этого, понимаешь? Короче, Таир, ты ёб твою за ногу, этот Джордж, иди на разведку, как все разузнаешь, короче, нам сразу свистнешь, мы сразу подскочим. Договорились? Давайте, короче, сам разберусь. Все, давай. Чё ты его постоянно Таиром называешь? А так чисто поназидкой, брат. Пойдем этих охработов отвлекать. Салам алейкум. О, ирландский, wonderful, классно. Security. Security лейкум, ёпта. Салам, салам. Ну чё, мужики, с праздником вас, Тосын. Рахмет, рахмет. А что за праздник? Вы что, не слышали, что ли? Сегодня же этот Международный день охранников, пацаны. Да ну на. А что, есть такой праздник, да? Конечно, есть. Смотри, день полиции есть? Есть. День медика есть? Есть. И вот сегодня указом президента приказ вышел. Официально Международный день охранников поставили. Базара нет, наконец-то. Құтты болсын, родной. Вот, короче, чисто с медиа решили, вас поздравить, короче, сегодня приглашаем вас в сауну, пацаны, қыздар, пиво, все от нас, не переживайте, короче. Стоп, подождите. Рахмет, конечно, но сауна, қыздар керек емес, мы женаты. Не, базара нет, пацаны, женаты, но вы же мужики все-таки. Вам же разнообразие какое-то нужно.
Вот вы же одно и то же блюдо не кушаете каждый день. Естественно. Плов же нереально есть каждый день, правильно? Поэтому сегодня я предлагаю, пацаны, попробовать 2 порции аппетитных молоденьких мант. Эй, как звучит, да? Да. Еще и с путанами отдохнете, ё-моё. Я тебе еще раз говорю. Қыздар сауна не нужны, мы женаты. Базара нет, пацаны. Базара нет. Проверку прошли, красавчики. Что за проверка? Ну, что вы не изменщики конченые. Мы просто достойных пацанов любим, правильно? Конечно. Поэтому сегодня, пацаны, вместе с женами приходите в 6 вечера. Семейный ужин. От нас все. Не, подожди, я не понял, вы что тут устроили? Хотите нас отвлечь, там, зайти, что-то своровать, да? Так же по-любому? Завязывай, брат, ё-моё. Пусть нас Бог покарает, если мы так допустим. Пусть у нас геморрой выскочит, если мы так сделаем. Кана. Пусть у нас прыщ выскочит. Все, они поняли они. Не хотят, не надо, ничего страшного. Давайте, дегтярь. Китка меня. Ты капец, тип. Сидели вообще в сауне, девчонки, пиво. Дурак, помылись бы еще. Не, успокойся. Ты же знаешь, когда кыздары, я женатым. Хочешь? Мне пофиг на других баб. Дядь Миш, что как он там? Что-то мутит, крутит, что-то делает. Ну, главное, его там током не шибанет. Да нет, от питания отключили. Вот когда что-нибудь там сделает, питанию подключим, посмотрим, что он там намутит. Ну все, дядь Миш, я у тебя в долгу. А как же? Джиги, короче, там хер машину гонишь. Ладно КПП, там столько камер, столько заборов. Короче, не варит машину гонять. Ничего не получится. Блин. А ты что сидишь, хаваешь? Ты же не знаешь, я когда нервничаю, капец хаваю. Докажи же. Факт. Не, ну ладно, ты нервничаешь. Закажи себе, нахер ты мою еду хаваешь? Да ну нафиг. Братан, что, твоя еда, что ли, была? Ё-моё, допустил. Жри уже, а? Все, давай. Че, как картину вытащим? Что за картина вообще? Есть фото? Угу. Вот эта картина. Ее писал Пауло дель Кастро. Картина 19 века. Подожди, остановись. Ты хочешь сказать, что вот эта вот картина стоит 3 ляма баксов? Я всадники лучше рисовал, ё-моё. Докажи же. Факт. В натуре, чего она такая дорогая? Потому что она в единственном экземпляре. Там сзади картины есть подпись художника. И никто не знает, как она выглядит. Поэтому ее поделать нереально. Слушайте, пацаны, есть такая идея. В общем, мы с Мидией к этим охранникам подходим, сами пообщаемся, Джигиче всю ситуацию объясним. Скажем, там в машине картина осталась, пусть они откроют и все. Угу. Ага, да. И пусть они красных вызовут. Скажут, мы тут контрабандой занимаемся, и все на этом, да? Да не, братан, нормально все будет. Там мужики на заводе нормальные работают, ну как бы ровные, понятия у них правильные. Тем более у нас времени нету, а у вас выбора. Поэтому не будем тянуть кота за яйца. Хорошо. Главное, чтобы никто вас не дернул за яйца. Не переживайте за яйца наши. Короче, давайте. За нас, за вас и за яичный безопас. Ладно, еду ты мою сожрал. Нахер ты мой сушняк выпил? Блин, братан, и твой сушняк тоже был, что? Ё-моё, сорян, допустил. Салфетки, надеюсь, не твои же? Все, идите, а. Все, брат, давай. Езжайте. Аривидерчи. Дебилы, блядь. Официант! Друзья, а это моя новая раздевалка. Здесь есть 1+, женская раздевалка тоже рядом. Енді кішігірім плюс 18 контент болады. А это Олжик, передай привет. Ты что, тормоз, что ли? Не видишь, я в трусах стою. Выключи камеру. Друзья, я же говорил, плюс 18 контент болады. Так что следите за сторис. Дебил, ё-моё. Ты что тут делаешь? Да я этот переодеться пришел. В смысле переодеться? Я же теперь в этом цеху работаю. Перевелся я. Подожди, как перевелся? А что там? Да там уж қызық емес. Бәрін сүрт тастадым. Тем более тебя нет. А мне отец говорил,
Заводчане своих друзей не оставляют. А мне отец говорил, с дураками не надо общаться. Просто это с дураками лучше не общаться. Который намек не понимает, дурак. Я, Олар, вообще тупой лоб. Да. Ладно. Как тут вообще? Қалай да? Нормально? Поработали там. Этот, как его? Электрозную или электро, короче, ванную ремонтировал, короче. Включу, работает. Нормально. Пассажир, электрик, сантехник мындызма. Да. Да. Ты что не переодеваешься? Мигаз барып, женский раздевалка, там бір сторис түсіріп, подписчиктерін қуантып, орындарына тұрғызып жүрейін деген ма? Дебил. Иди. Друзья! О, қалайсыңдар, аниматоры? В смысле аниматоры? Типа мы что, животных дрессируем или что? Не, аниматоры это те, кто праздники организовывают. А, да. Потом типа animal это животные, а аниматор те, кто их дрессирует. Короче, слова похожи. Ебать, ты глубоко копнул. Че там, не грек? Короче, мужики, откровенно скажу, можем этот призовую машину глянуть? Там наша картина осталась. Ну, как наша? Братана нашего. По незнайке закинули, короче. Просто чисто Адам Шажа, че, пацаны. Можем глянуть, а? Хорошо. Все, блядь, так просто, что ли, это? Ну да. Если там ваша картина стоит, то без проблем. Нам чужого не надо. Ема. И что, так можно было, что ли? Прикинь, сами охренели, ё-моё. Вы точно везде посмотрели? Нигде нет картины? Точно, братан. Ясно. Наверное, ее кто-то спалил и технично вытащил. Давай у мастера поинтересуемся, может, он в курсе. Думаешь, будет с тобой общаться? Ну, с охрами про каналы же. Мы так чисто по-мужски конкретно спросим, и все. И что вы ему скажете? Ну вот, в итоге мы посмотрели эту призовую машину. Нет там нашей картины. Походу, кто-то ее стырил. А при чем тут я? Чего вы ко мне пришли? Ну, хотели спросить, вы нашу картину не видели, а? Вашу нет. Ну как-то мне охранник одну картину принес. Ну я тут ее повесил. Куда повесить? Вон. Да, ну да не это ну. Мастер, мы это можем в заднюю сторону глянуть, а? Ну, посмотрите. Есть роспись. Мастер, это наша картина. С хера она ваша, это моя картина. Не, ну этот, давайте мы купим ее у вас, а? И зачем? Вы же все равно в искусстве не разбираетесь. Ну как не разбираемся, это же картина 19 века. Ну, продайте, а? Не, ну можно продать, но это дорого обойдется. Все-таки картина 19 века минимум 100 тысяч. И рама 50 тысяч. Я сказал 50, 100 еще рама. 200 тысяч. В общем, 200 тысяч. 200 тысяч, хорошо. Прямо сейчас. Хорошо. На номер привязана карта у вас? Привязана, да. Так, все, ловите, мастер. Ну все. Все нормально? Все нормально. Пришли? С вами приятно иметь дело. Рахмет, от души. Все, мастер. Рахмет, не замрайся. Извините, пожалуйста. То есть все это время картина была у вас под носом? Прикинь. Не, я, конечно, изначально сомневался в вас. Думал, не справитесь, но вы свою работу сделали четко. Сомневался. Медиа, да? Ну, допустим. Хотел спросить, вот этот вот пиджак где брал? Ой, зря. Я что-то не понял, братан. А что за ухмылка была нездравая? Ты что, мой пиджак решил стырить, а? Просто красивый, интересуюсь. Ну ладно. Как говорят, за интерес спроса нет. Вообще-то, этот пиджак мне жизнь спас. Однажды до Копчега. Темной-темной ночью. Так, ладно, на это нет времени. Короче, Кайра там в курсе. Вы сейчас езжаете в аэропорт. Через 2 часа у вас вылет. И с картиной будьте аккуратнее. Естественно, вот. Ну что, рады были? Кайре салам. Джорджу тоже салам тебе. Ну, надеемся на дальнейшее сотрудничество, молодо, братан. Давай. Тупорылый, сука.
Ох, бля. Ха, молодо, братан звонит. Алло, братан, что, уже соскучился, что ли? Вы ничего, блядь, не забыли? Мал, блядь, картину заберите. А, да ну нафиг. Все, сейчас заберем. Что там? Картину забыли. Пиджак не трожь, пиджак. Пиджак не трожь, блядь. Это кого они там вяжут, а? Да хрень его знает. Ну, пойдем глянем. Ёб твою за ногу, Медя, что здесь происходит, а? Мама, что, за счет не оплатил, что ли? На кузнецов просто как не приезжает же. Медя, не гони, это же ОМОН, ты же видишь. Они стопудово еще за картиной приехали. Да, нам сейчас самим валить надо. Бак, картине не мешал. А у Пятиги? Медя, ты марши, погнали отсюда. Ё, что здесь? ОМОн, ёпта. Шеф, вы звали? Да, проходи, садись. Ты перевел Олджаса, электролитный цех? Да, я перевел. Зачем перевел? Я не виноват. Он сам напросился. Он ходил, умолял меня, переведите в другой цех. Я хочу себя попробовать в ремонтном деле. Я бы не перевел. Он мне начал угрожать, говорил, что отцу скажет. Поэтому я попросил дядю Мишу. То есть ты ни при чем? Не, шеф, я здесь ни при чем. А вы помогали ему, дядя Миша? Нет, он делал все сам. Подождите, а что этот придурок опять натворил? Какой придурок? Олджас, ты как своих сотрудников называешь, а? Где воспитание? Простите, шеф. Первый последний раз. Теперь, дядя Миш, объясните, что делал Олджас? Мы проверили состояние ванны после его ремонта. Замерили силу тока. Если она раньше составляла 320 килоампер, сейчас она составляет 450. Мы думали, ошибка. А когда сливали ванну, выяснили, что вместо 2,5 тонн алюминия мы получили 3,5 тонны. Это как получается? Он заменил крепление и строение электродов. Благодаря этому выросла сила тока на аноде. И теперь по этой схеме мы, наверное, все ванны будем подключать. Вот так вот. Тебя ты понимаешь, что он увеличил процесс производства? Шеф, это моя школа. Мой ученик, как говорится, мои идеи нахапался. Айдар, не тяни дело на себя. Ты уже сказал, что ни при чем. Вообще я хотел... Айдар! Савле, передай оргкомитету, пусть подготовит площадку. Сейчас будет вручение. Что, до сих пор орёт, да? Идиоты, я вас то зачем послал? Чтобы проблему решили. Вы меня слушаете? Да. Уроды! Бараны безмозглые, блядь. У меня из-за вас только проблем теперь. Вы меня слушаете? Да. Я из-за вас, Ишаков, картины лишился. Бараны, вы мне столько проблем учинили. Вы теперь на заводе будете работать. Ко мне картину не отработаете. Вам ясно, блядь? Только попробуйте, суки, в Алмату вернуться. Я вас лично кончу. Понятно? Че, все сказал? Да. А теперь послушай нас, Кайра. Не пошел бы ты нахрен со своим авторитетом, блядь. Если свои гнилые движения делаешь, нас Феди туда не затягивай, ясно, блядь? Черт конченый, блядь. И свои угрозы в жопу себе засунь. Медя, есть что добавить? Канан Сюзи Куславна. Все, салам алейкум. Выебу, блядь. На ремни порежу, суки! Братан, случайно не перегнули, а? А не, все четко, брат. Знаешь почему? Потому что его, как Дамира, рано или поздно тоже повяжут. Понял? Ладно. Мы теперь что будем делать, а? Ничего. Тут останемся. А что? Работа хорошая. Коллектив тоже здравый. И самое главное, знаешь, что, Медя? Тут криминала нет. Бандитизма нет, понимаешь? А то это уже, блядь, не бандитизм, а какой-то дебилизм, блядь. Ну его нафиг, братан. Давай завязывайте.
Блин, братан, если честно, я только за. Получается, блин, мы можем теперь нормально разговаривать? Ну, не как гопники. Да. Я что, получается, могу теперь тонкие сигареты курить с капсулой этих? Да. Еще корейскую прическу могу сделать, да и зауженные джинсы носить. Мири, не перебарщивай, не до такой степени же. А что нет-то? В принципе, да, можешь. Нормальной жизнью будем жить. Как нормальные заводчане, блин. Бля, кайф, братан. Тамара Васильевна, компот принеси. Пошел в жопу. Хорошо. Блин, вот раньше бы за такой топос, если не спросил бы. По-любому. А сейчас, бля, кайф! Тамара Васильевна, два компота дайте нам, а? Мы новой жизнью живем вообще, ё-моё. Давайте. И этот, пирожки дайте нам еще. Уважаемые коллеги, сегодняшний день является историческим для нашего завода. Утром при сливе одной из ванн удалось выяснить, что объем сырья увеличился с 2,5 тонн до 3,5. Обсудив эту новость с руководством нашего завода, мы приняли решение вручить ключи от нового автомобиля человеку, который сумел придумать эту инновацию. И какому Далбичу это так повезло, а? Я откуда знаю, ё-моё. А теперь позвольте пригласить на торжественное вручение рабочего 4-го разряда электролизного цеха Нусупбекова Олджаса Бахчановича. Да ну нафиг. Получается, это ты, Далбич, да? Иди быстрее, сейчас сторис буду снимать. Давай, 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 давай. Красавчик. Очень неожиданно. Олджас, ваша заслуга признана лучшей идеей этого года. Поэтому позвольте вручить вам ключи от машины. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я хочу вас всех поблагодарить. Большое спасибо. Если честно, для меня это подарок. Очень неожиданно и приятно. Раз у нас официальное мероприятие, официальное награждение, позвольте говорить мне на официальном гражданском языке. Хурмет достар, хурмет әріптестер, мен бұл сыйлыққа лайық емеспін. Мен сіздерге барлығын түсіндірем. Тыңдаңыздар. Мен бұл мекемеге аяқ асты келген азаматпын. Және мен бір байдың лауазымда азаматтың ұлымын. Қолынан түк келмейтін. Бірақ мен бұл мекемеге келіп, нағыз достықты, жанашырлықты демеуді және махаббатты үйрендім. Осы мекемеде мен ең адал досты таптым. Және осы бір қасиеттердің себепкері болған ортада бір адам бар. Ол Айдар Каримбаевич. Чё? Бола ма сізді? С вашего позволения, я хотел вручить этот ключ моему мастеру Айдару Каримбаевичу. Это уже ваш выбор. Құтты болсын. Это прикол, да? Нет, серьезно. Серьезно? Да. Да. Ты нахрена ему машину подарил? Да я специально подарил, брат. Это маған хат жазып бермейме, сосын мен бати үйіне шақырып алады, қайтарып. Кешірет мені. Ты целую идею придумал. Он бы так и так тебя простил бы. Походу, я жестко тупанул, да? Не тупанул, а тупой, сумо. Мог бы эту машину мне подарить. Алло? Да, пап? А? Рахмет, пап. Рахмет. От души, пап, рахмет. Нешеде?
Все, хорошо, понял. Че там? Оказывается, сегодня у меня день рождения. Вообще мина шикветтем ол. Потому что ты тупой, ё-моё. Изнюхуй, ё-моё, родной. Да. Да ладно, успокойся, что ты? Сука, еще обиднее жесть. Мог бы на днюху мне эту машину подарить. Настроение хутсан, о. Завязывай за мной. Подожди, саған не үшін мен машина сыйлауым керексің, да? Сейчас бы сторис снимал бы. Друзья, вот, мне подарили машину. На день рождения. Алло. Привет. Айдар Каримбек. Спасибо большое. Где говоришь? Сейчас подойду. Ага, сейчас подойду. Давай, каскируй меня. Ну вот видишь, а ты переживал, что не получится. Ну, сам не понял, что я сделал в лиге. Главное сделал. Машину получил. Кстати, папа твой в курсе? Да, вот только что поговорили. Говорит, типа, он мне просил. На завтра билеты куплю в Алмату. Да. Классно. Классно. Я рада за тебя. А я как рад. Слушай, Санта, я к тебе не просто так пришел. Ну, у меня есть предложение. Поехали со мной, а? А что я там буду делать? А хоть что? Давай я тебе открою медицинский центр. Хочешь? У меня есть там дома, квартиры, деньги, машины. Вообще не будешь напрягаться. Давай, поехали. А может, мне нравится напрягаться? Потом у меня здесь семья, друзья, работа. Зачем мне уезжать? Ну, давай семью перевезем туда. Ты там друзей точно найдешь, по-любому. Знаю я твоих друзей, сам рассказывал. Нет, мне здесь все нравится. Я останусь. Спасибо. Ну, хорошо. Не буду настаивать. А, кстати, Бека позвал на день рождения? Да. Придешь? Конечно. Хорошо. Не буду прощаться, увидимся, да? Да. Ладно. Пока. Бека, родной, ну чё? нюхай! А ты что, не пьешь, что ли? Пока желания нету. Фу, ё-моё, скучный ты какой-то. Кана, подай мне пиццы. Конечно, мастер. Все, что угодно. Смотрите. Мастер и Маргарита. Рот закрой, сядь, пожалуйста. А что это? Где твой напарник вот это? Стиви Равандер. Стиви Равандер. Вы что, не слышали, что ли? А что такое? Вы реально не слышали? Нет. Он же на смене остался сегодня. Ой, ё-моё. Интригант хрен, бля. Гонишь, что ли? Атянгель. Ал, қалайсыңдар? О, ассалаумалейкум. Паханалейкум. Отырыңдар, отырыңдар. Ал, кешіккеніме ренжімеңдер. Ал, не деймін? Бексұлтан, туғаның құтты болсын, балам. Рахмет. Мына біздің семьямыздың бәрі заводта жұмыс істеген. Мой дед работал на заводе. Мой папа работал на заводе. Я работал на заводе. И мой сын работает на заводе. Ал, балам, надеюсь, сенің балаң да осы заводта жұмыс істейтін шығар енді. Чего, блогер вот? Ой, әкеңнің баласы. Қалдым, да? Ал, бақытты бол. Самый главный, бестрам. Бірақ енді бұл заводта істегенің бәрі бақытты емес па? Конечно. Бәрі бақты. Нағып отырсыңдар. Давайте выпьем. Эй, ё-моё. Нағыз патриот мына. Ал, өздерің отырып ем ала беріңдер. Мен жұмыстарым бар. Бексұлтан, давай. Рахмет, пап. Все, батя. Давай. Все, ага, бонжур.
Ал енді өзіміз отырып арақ ішейік. Наконец, блядь! Давай, медиа. Под маской был, да, у бати? Сейчас. Я вот тоже хотел слово сказать, ну, как-никак, я старший среди вас здесь. Ну, конечно. На заводе людей много работают. Но больше всего я с вами соприкасался. С вами нервничал. Больше орал. Бывает. И поэтому как-то сблизился. Мы уже как почти семья. Вы мои дети. Конечно, если бы мне машину подарили, я бы тоже так думал. Да, кстати, мне Олжас машину уже подарил. Серьезно? Да. Я так подумал, зачем мне 2 машины, правильно? Я решил свою старую машину подарить нашему имениннику. Подожди, на, Бека! На натуре. Нет. Давай. Давайте, Бека, за тачку. За тачку. Давай. Только, Бека, там вчера мой братишка бампер и капот поцарапал. Ну и там 2 двери тоже. Ну и крышу. Короче, перевертыш она была. Ее можно отремонтировать. Канас Медиа уже знают, где ремонтировать машину. Вот, сделаем. 3 секунды. Астер, сіздің қолыңыздан подарок алғаныма ризамын, ше. Да болт, все. Ты там, короче, сподсаманишься и спихни ее. Все, давайте алып қояқ сол үшін. Давай. Кетті. Кет. Давайте. Бека, родной, еще раз, не Все, нюхай. от души. А где Олжас? Олжас? Ё-моё! Он же просил 8 всех вытащить. На час опаздываем. Бля, он кетті. Не вот жүріңіздерші, сыртқа шығайықшы. Куда? Серьезно, жүріңіздерші. Ты объясни нормально. Там жүріңдерші. Ё-моё. Там посмотри, жүрші. Нормально, он там ни с кем не зацепился. Там, серьезно, бәрі. Бля, братан, забыл. Прости, пожалуйста. Просто мне машину подарили. Потом поговорим, ладно? Салта, можно тебе? Мастер, вы же за ней бегали. Что происходит? Да я с Олжасом поговорил, он вроде нормальный пацан. Да и с Салтой мы не подходим друг к другу. У нас по гороскопу мы несовместимы. Базарит, накидывает ежик. Из-за машины повелся просто. Рот закрой, а? Сладкий кинцмастер. Прости, конечно, за наглость, но я хочу тебе признаться. Ты мне очень понравилась. Даже нет. Я влюбился в тебя. У меня это первый раз. Чуть-чуть я волнуюсь сейчас. Я все осознанно понимаю. Но я хочу быть с тобой. Я сегодня предлагал тебе уехать со мной. Ты отказалась, да? Так вот, у меня сейчас другое предложение. Выходи за меня. Ты серьезно? Да. Мы едва знакомы, мы даже не встречались. Да ничего страшного, что там? Узнаем друг друга после свадьбы. Тем более я не уеду в Алмату, здесь остаюсь. Также буду работать на заводе. Нет, ты, главное, скажи мне, выйди за меня. Я даже не знаю, что сказать. Ну, хотя бы я тебе нравлюсь? А? Да. Ну все же, что ты? Ну, нет, не все. Да, блин. Ты доказал отцу, что ты хороший человек. Да. Докажи и мне. Прояви себя. Ну, хотя бы так. Давай встречаться. А? Будешь моей девушкой? Да. Она сказала, да. Стоять, сука. Вы что тут? Слышь, свадьбы не будет, ты понял? Потому что Салта моя. Понял? Моя. Блядь, заколебал мне дуэтер бандит. Держи, братан. Заряжай, родной. Принял, родной.
Пациент совершенно здоров, однако из-за легкого удара пациент потерял память. Необходимо воссоздать картины из прошлого. Менің есімім Досжан, сіздің жан досыңыз болам. Есіңе бірдеңе түсті ма? Ана қыз танымайсың ба? Жауып тұршы мен өлтіріп. А ол сенімен кездескісі келмейді. Мен сені сүйем деген үш ақ сөз, сол айтамай тұрсың ба? Мектепте екеуміз бір қызға ғашық болғанбыз.